Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится со дня на день? Я буду смотреть на 2-3 дня. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя, дату рождения, загадайте на себя. Так и спросите, что случится со мной, либо в моей жизни со дня на день. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар, прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. С высшей силы помогут моим рукам. Раскрыто. Страстно услышать, узнать. Так, что же произойдет со дня на день? Что произойдет? Ну, здесь, смотрите, возможность выпадает. Причем возможность такая феноменальная, я бы даже сказала. Смотрите, вот вы, человечек, у вас под ногами петушок. Вот смотрите, какой красивый петушок. Причем петушок, несмотря на то, что он петушок, у него вот, смотрите, яичко под ним лежит. Это замечательно. Петушки обычно обозначают дела. Дела, работа, возможности. То есть у вас, получается, идет работа. Получается, что идет у вас какая-то прям повышенная активность. При этом вы, делая свое дело, еще себе вот на будущее что-то организуете. Да? Какая-то перспектива на будущее откроется. То есть петушок, вот он у вас под ногами, это ваш, все в порядке. Но вот это яичко, которое у нас здесь вышло, это перспектива на будущее. Смотрите под ноги, будьте внимательны, не отказывайтесь от того, что вам будут предлагать, либо не отказывайтесь от того, что вам встретится на вашем пути. Скромность в этом деле вам только лишь помешает. Дальше, мои хорошие. Здесь танцующий человечек, но здесь, скорее всего, кто-то лишнего, да, примет. Я имею в виду там горячительные напитки. То есть потешный человек. Ну, это кто-то из ваших хорошо знакомых людей, может быть, даже близких. Ну, будет вас развлекать, да. И также, возможно, какую-то проблемку создаст. Да? Ну, то есть человек выпивший не совсем адекватный. Поэтому будьте внимательны, если такое уже случилось, да, что с этим поделать, постарайтесь поскорее положить этого человека спать. Это будет очень важно и безопасно вот, конкретно для этого человека, потому что может начудить конкретно. Дальше, мои хорошие, у вас фонарик в руках. Фонарик в руках – это прозрение. Вот знаете, как эврика, да? Родилась мысль, родилась идея, причем очень конкретная. Эта идея связана с 2 людьми, либо, в принципе, с людьми, да, с общением с людьми. Может быть, организация чего-то вместе, в паре с другими людьми, в союз какой-то, может быть, у вас получится. Может быть, это ваши близкие люди, может быть, это ваш партнер, да, семья. Какая-то идея появится. Идея очень теплая, светлая, добрая, которая понравится абсолютно всем. И благодаря этой идее, ну, то есть действительно идет укрепление связей между людьми. То есть люди к вам потянутся, они с вами разделят эту идею, им захочется поучаствовать, да, в реализации этой идеи. То есть это то, что скрепляет людей. Это замечательно. Это придет в вашу светлую головушку. У многих сейчас в голове лошадка. Лошадка — это, конечно же, тоже работа, тяжелая работа. Может быть, приходится вам очень много перемещаться, очень много какой-то работы совершать. Может быть, вы в поисках работы. Вот все-таки это вас тревожит. Лошадка на 4 ножках, и она стоит. То есть дело как будто бы не двигается, либо нет развития этой ситуации, вы из-за этого переживаете. Но, мои хорошие, пока на ближайшие дни вот все так, как и есть, оно и остается. То есть никаких новостей, никаких ситуаций на работе не будет происходить. Если вы ищете работу, вы так и будете дальше продолжать искать. Если вы работаете и в ожидании каких-то новостей, к сожалению, либо, может быть, к радости, в ближайшие дни вот все как есть, так оно и будет. То есть кто работал, тот работает, а у кого работы не было, вы в поиске. Дальше, мои хорошие, желание посещать какие-то места у вас выходит, но почему-то идет и блокировка.
То есть, возможно, придется корректировать планы. Вы там надеялись куда-то поехать, что-то сделать, но в какой-то момент, даже, можно сказать, в последний момент, как будто бы отбой может произойти. Ну, ничего страшного, у вас тут колесико просто заблокировано. Поедете в следующий раз. Не стоит искать здесь знаков судьбы, не стоит здесь напрягаться и говорить, вот, мне там путь перекрыли. Нет, но тут ситуация больше связана именно с вашей ресурсностью, энергетичностью. Да? То есть не стоит тратить свою энергию на дело, которое не принесет вам результат. Здесь вот именно об этом идет речь. Это не знаки судьбы, это просто, ну, такое, знаете, состояние, когда включен режим безопасности, и человек экономит свою энергию. То есть это дело, может быть, оно и важное, но в данный момент оно либо не актуальное, либо решение этого дела потребует от вас, ну, полной мобилизации всех ваших усилий, а вы просто физически к этому не готовы. Дальше у вас тут птичка, которая летит вниз. Но птички, которые у нас летают вниз, это не совсем приятные новости. Но что я могу сказать? Птичка-то и вниз летит, но эта птичка не к вам летит, она скорее от вас летит. То есть те новости, которые будут приходить, либо приходить кому-то из ваших там хороших знакомых, там, членов вашей семьи, они идут, да, может быть, с негативной окраской, но они не влияют на ситуацию, и они как пустые проходят, да, ну там потревожились, попереживали, но все равно собрались и решили вопрос, решили дело. То есть вот такого плана птичка. То есть переживать не стоит, и не стоит подать в панику, в отчаяние. Просто подумайте, посидите, подумайте все вместе, что можно сделать, как можно поменять ситуацию. И выход найдется. Вот даже по этому фонарику у вас очень хорошие светлые мысли пойдут. Дальше здесь у меня человечек, который закидывает удочку. Выходит он в левой стороне. Ну, возможно, девчонки, кто в поисках пары, кто хотел бы поправить свою личную жизнь, вот, пожалуйста, вот такой рыбачок идет в вашу жизнь. У кого-то прям дословно отыграется, что человек увлекается рыбной ловлей. Человечек, сразу хочу сказать, такой пышненький, да, корпулентный, да, правильно говорить, корпулентный. Интересный, добрый человек, человек, который будет проявлять к вам большую активность, в вашу сторону будет проявлять и большой интерес. Тут явно будут там намеки, может быть, там приглашения, да, сходим, поговорим, пообщаемся. Хороший человек, добрый человек, не всегда умеет высказать, что на уме. Может быть, немножко робкий человек, такой, знаете, может шутить, отшучиваться, и не поймешь, то ли серьезно он говорит, то ли очередная шутка. Ну, вот, да, так ему проще. Так что готовьте, девчонки будут ухаживать за вами. Даже, кстати, если вы в паре, в браке, возможно, вот в ближайшие дни такой интересный мужчина будет проявлять к вам интерес. По крайней мере, закидывать свою удочку в вашу сторону. Так, мои хорошие, выходит тут крестик у меня в левой стороне. Это как вам напоминание. Напоминание о ваших предках, о тех, кто сейчас не рядом, кто покинул этот мир. Обязательно, если есть у вас такая возможность, посетите храм, поставьте свечу за упокой. Если такой возможности у вас нет возможности, например, посетить могилку, тогда хотя бы раздайте там угощение за ваших близких, которые покинули этот мир. То есть здесь именно вам напоминанием идет. Почему-то прям просят, у кого-то очень просят, чтобы вы помянули, очень просят. Так, возможно, кому-то приснится покойный человек, приснится, может, даже какую-то просьбу вам передаст. Почему-то прям даже в этой отсыпке вышла. Я в прошлой, по-моему, видела. Там просили ушедшие родственники, и в этой выходит. Надо будет отдельную сделать, чтобы посмотреть, что хотят, что вам передают, либо что хотели бы от вас. Ладно, это не тема. Давайте дальше пойдем. Дальше идем. У кого есть женщина-начальник, либо женщина как старшая выходит. Это может быть родственница старше возрастом, может быть там соседка постарше, чем вы возрастом. Вот у этой женщины какой-то кризис жанра произойдет. Сразу хочу вас предупредить, чтобы вы понимали.
ну, немножечко выйдет из себя, возможно, будет строга, возможно, даже будет груба. Но это не потому, что она там злая, презирает, это потому, что у нее какие-то, может быть, неприятности, может быть, не с той ноги встала. То есть идет вот с ней не конфликт, а скорее, как вы можете на нее обидеться из-за каких-то ее действий. Значит, она, да, может быть, поведет себя грубо, но я хочу сразу сказать в оправдание, там есть причина, хотя грубое поведение ничего оправдать не может, но вот эта женщина, она потом будет для вас что-то делать, чтобы искупить, либо загладить свою вину. То есть она почувствует себя очень крайне неудобно, да, зачем я там что-то сделала, либо там не так сказала, почему там я придиралась. То есть ждите от этой женщины какой-то очень хороший поступок в вашу сторону, такой прям, знаете, ну, как можно сказать, подарок даже, может, сделает. В общем, интересно идет. Дальше, мои хорошие, кто в паре, кто в отношениях. Здесь, во-первых, мосты вышли. Мосты и мужчина вот у меня выходит, ну такой интересный мужчина. Если вы поссорились, если у вас сейчас какое-то недопонимание, то мужчина готов сложить оружие, вот в прямом смысле слова. Если он там как-то повел себя некрасиво, там сам же на вас обиделся, то сейчас ему очень-очень без вас плохо, он тоскует, он хотел бы отмотать все назад, он хотел бы выйти из вот этого состояние войны между вами, хотел бы с вами примириться. То есть он уже, видите, как щит свой опускает. Так что, мои хорошие, если вы хотите примириться, воспользуйтесь этой возможностью. По крайней мере, он будет делать шаги, намекать, что, ну, типа, я уже остыл, может, там со мной поговоришь, либо дашь мне возможность как-то себя проявить. Будет очень интересно. Девочки, которые ждут мужчину. Мужчина ваш не рядом, то есть он может быть в командировке, в другом городе находится, то есть между вами расстояние. К сожалению, в ближайшие дни этот вопрос не решится. Его лодка в вертикальном положении, она должна стать в горизонт. Пока она в вертикальном положении, то есть возможности на то, чтобы там приехать, встретиться, раньше вернуться, пока нету этого человека. Но мысли об этом постоянно у него происходят, да, что хочется к вам, хочется поскорее с вами встретиться, увидеться. Пока нет, пока встречи не произойдет, к сожалению. Так, тут больше похоже на треугольник. Здесь мужчина будет давать какие-то обещания женщине и будет что-то рассказывать, возможно, что я тебя люблю, да, там с женой у меня ничего нет, я там вот сейчас пойду вещи соберу и к тебе. Значит, девчонки, ну, я не знаю, это, конечно, болька и печалька. Не верьте, не верьте, потому что он хоть и няшка, но очень брехливая няшка, честно вам скажу. Вы его очень сильно привлекаете как женщина, он действительно с вами чувствует себя самым счастливым, но мужчина не сделает решающий шаг. Он, к сожалению, вот именно сейчас не готов. Он может вам там лить мед в уши, наслаждаться вами, и тут же бежать к жене. Там не все так плохо, как он вам рассказывает. Он просто бесхребетный и слабохарактерный. Вашего треугольника в принципе не могло бы быть. Да? Почему? Потому что он... Вот в вас он именно влюбился по-настоящему. Но какое-то удобство, либо какая-то привычка, вот эта нерешительность его не позволяют ему быть счастливым человеком. Счастливым никогда не станет. Если вы с этим человеком уже давно и понимаете, что, ну, камон, я потеряла кучу времени и потеряла лучшие свои годы. Девчонки, не теряйте. Я вам скажу такую вещь. Это хоть и не тема этой отсыпки, но мне прям идет эта информация, я не могу молчать. У вас личная жизнь строится, потому что он вам ее блокирует. Понимаете, это из серии усидеть на двух стульях. Это невозможно. И вот он пытается усидеть, и собой он блокирует вам путь к другим, вернее, блокирует для других мужчин путь к вам. Вот чем дольше вы будете с ним вот в этом тяни-тягай, тем дольше вы себя обрекаете именно на вот такую несчастливую любовь. Еще раз говорю, он бесхребетный, он никогда не решится. Никогда не решится. Вот если его жена улетит на Марс,
Но поверьте, он побоится даже, да, вдруг она вернется. Он не сделает решительного шага. Вы уже это понимаете, многие. Почему я об этом говорю? Вот я чувствую, что многие уже это понимают, что время вышло, понимают, что уже устала, просто тупо устала от этой любви, от этих тяжелых отношений к геометрической фигуре. Да? Я устала. Это ваша интуиция вам говорит. Прекращайте, ищите себе нового мужчину. Вы его очень быстро найдете, как только вот этому бенд поставите, да, скажете: все, не подходи ко мне. И все у вас будет замечательно. Так, здесь у меня женщина с ребенком выходит, вернее, даже тут, возможно, 2 ребенка, может быть, даже, 2, больше похоже, как 2. Может, 3 даже, да. Женщина занимается с детьми, то есть вам придется заниматься с детьми. Если вы работаете педагогом, воспитателем, да, работаете с детьми, обратите внимание вот именно конкретно на каких-то 2 детей. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что очень-очень они будут себя вести неспокойно. Вам, как педагогу, например, да, нужно будет приложить максимум усилий на то, чтобы детей немножечко успокоить, да, дисциплинировать и, может быть, даже разобраться, что стало причиной такого поведения, потому что здесь явно что-то происходит. Там целый карман внизу образовался, то есть есть какая-то причина на такое поведение. Если вы мамочка, у вас, да, детишки, которые вдруг в один момент действительно начали себя вести как-то неадекватно, и такое поведение не свойственно, здесь нужно будет вот именно через разговоры, через убеждения вытягивать из них правду. Вот что произошло. Потому что какой-то тут карман образовался. Вот в этом кармане что-то есть. Какая-то тайна, какой-то секретик. Вот от чего это все произошло. Девчонки, не ленитесь. И не жалейте время на то, чтобы разбираться, общаться со своими детьми. Это очень важно. Вы понимаете, детская психика, она очень уязвима. И очень часто дети попадают в сложные ситуации, из которых невозможно выбраться ребенку. Да, вот мозг еще недостаточно развит. И дети часто боятся сказать своим родителям, чтобы их там не наругали, не наказали. Это просто ужасная ситуация. Поэтому, пожалуйста, вот детьми нужно заниматься. Если вы дали им жизнь, пожалуйста, дайте ей время на то, чтобы с ними позаниматься. Потому что что-то явно происходит. И если вы по призванию педагог, воспитатель, тогда это ваши прямые обязанности. Вы должны... Понимаете, если не вы, то никто. Вот идет такая информация. Так, мои хорошие. У кого буйные соседи? Буйные соседи. Почему-то вот идет беспокойство от других людей. То ли вы переживать за этих людей будете, может быть, за их судьбу, что у них там происходит, то ли они действительно будут своими действиями вас, может быть, раздражать, да, быть вашим триггером. Что-то идет прямо от, скорее всего, соседи, либо люди, которые рядом с вами. По шоссе, кто рядом? Соседи рядом. Идет какое-то прям напряжение и раздражение, вот так я даже сказала. Но, мои хорошие соседи, мы, к сожалению, не выбираем. Поэтому берите себя в руки, постарайтесь переключить свое внимание на более важные вещи. Дальше идут у меня покупки. Покупки невероятно выгодные. Причем спонтанные. Вот как будто бы вы случайно окажетесь в месте, где какая-то мега распродажа, где очень много хороших, там, нужных для вас вещей, продуктов по каким-то сумасшедшим скидкам. Значит, мои хорошие, я вижу, что вы очень удачно скупитесь и будете молодчинкой. Вот и правильно сделаете. Прям такой шанс именно что-то купить очень выгодно идет. Прям на эти несколько дней. Не упустите свой шанс. Это ваш шанс. И знаете, как-то идет, что и денег вы не сильно много потратите, и прям так довольны будете. Довольны. Если вы планировали какие-то походы по магазинам, не отменяйте. Идите, и будет вам большая радость. Так. Меня тут смущает один мужчина. Мужчина смущает. Какой-то приставучий мужчина.
То ли к вам кто-то будет приставать, может быть, даже это какой-то харассмент на работе. То есть какая-то повышенная активность идет от мужчины. Прям не отстает от вас. Ну, мужчины, я так скажу, мысли только касаются постели. Вот чтобы вы там себе не думали, чтобы он вам не говорил, тут все мысли идут про постель. Да, возможно, он какое-то геройство совершит, да, возможно, как-то очень галантно за вами начнет там ухаживать, но мне этот мужчина не очень нравится. Он как темная лошадка выходит, поэтому, девочки, будьте аккуратны. Особенно девочки, которые в браке. Понимаете, когда мужчина начинает, когда желает женщину, он превращается просто в соловья, да, и так красиво умеет там петь, говорить, пока не получит желаемого. Вот этот мужчина очень похож на охотника. Дай бог, чтобы я ошибалась, но тем не менее я предупредила. Если вы дама замужняя, вам есть чем рисковать. Вот, об этом подумайте. Если вы дама свободная, вы хотите приключений, вы хотите жить на полную, почему нет? Это ваше дело, ваш выбор. Но верить этому мужчине я бы вам не советовала. Либо хотя бы делите на 3 все то, что он вам говорит. Вот где-то так будет правда. Так. Здесь у меня идет объединение пары. Это очень хороший знак. Вот смотрите, девчонки, у кого-то отыграется предложение от мужчины. Вот это вы, а вот мужчина на одном колене стоит. И, кстати, в руке он что-то держит. Здесь может быть предложение от мужчины. Причем достаточно достойное предложение. То есть мужчина либо на что-то решится и будет предлагать, либо действительно здесь речь идет о... даже, может быть, каком-то подарке, либо приобретении. Что-то мужчина для вас будет делать, чем-то будет вас радовать. Так, дороги у вас идут короткие, я не вижу тут длинных дорог. Если кто-то будет ехать в дальнюю дорогу, то она как-то у вас незаметненько пройдет, да? То есть вы не почувствуете тяжести пути, как-то тут быстро все пройдет. Вот. Кто планировал, кто надеялся на какие-то длинные дороги, скорее всего, здесь либо отмена произойдет, либо какой-то, может быть, перенос. Почему-то дороги сейчас идут перекрытыми, либо с каким-то, знаете, прям, либо переплата, преодоление, какие-то сложности могут возникать, поэтому лучше не стоит. А вообще нежелательно. Вот понимаете, вот несколько дней лучше воздержаться от каких-то очень дальних поездок без необходимости. Вот так уточним. Так, звездочка у вас тут прям в самом центре. Звездочка очень хороший знак. Знак того, что какое-то ваше желание, какая-то ваша мечта обязательно исполнится. Но, к сожалению, звездочка вышла маленькая. Но, тем не менее, тоже очень приятно. Даже мелкая мечта, мелкое желание, когда исполняется, согревает душу. Так что, мои хорошие, готовьтесь. В этом вам повезет. Кстати, кому-то повезет очень в деньгах. Какая-то прям сумма интересная вам свалит. Я не могу понять, откуда она идет. Но вот как с неба падает. Сумма с неба упадет. То есть вы не ждете этих денег, вы не ждете, что вам эти деньги придут. Они возьмут вам на голову, с неба свалятся. Это очень приятно. Замечательный знак. Так, и еще хочу сказать про крысу. Она хоть и небольшая, но она у вас присутствует. Мне эта крыса совершенно не нравится, тем более мне не нравится, что она у вас в правой стороне. Значит, правая сторона — это то, что касается вашей личной жизни, вашего окружения. Возможно, будут какие-то мелкие кражи, да, либо что-то пропадет, либо, знаете, как человек возьмет и не признается. Ищите среди своих, вот я вам сразу говорю, это кто-то из своих. Кричать, топать ногами не стоит. Играйте, неправильно сказала, не играйте, а вызывайте людей к совести. Либо скажите, я бы так никогда не поступила. Когда любишь, никогда не станешь брать у своих близких. И у этого человека совесть заиграет, он сразу же и вернет. Причем очень раскается. Это будет очень поучительная ситуация. И постарайтесь найти в себе силы, чтобы простить этого человека, да, и поверить, что искренне раскаются. Потому что именно так это и будет. То есть, возможно, в семье, возможно, среди близких, там, друзей, коллег, кому вы доверяете. Человек просто скрысятничает. Да,
Да, так иногда бывает. Все мы живем в соблазнах, и людям очень сложно устоять. Да? Обычно человек никогда бы такого не сделал, а тут вот прям без под руку, да. Поэтому, мои хорошие, возможно, еще раз говорю, грозиться, там, истерить, ругаться не стоит, а вот именно к совести призывайте. Призывайте к совести, человек обязательно вам отдаст. Так, по здоровью хочу еще сказать, вот кому-то будет очень важно по здоровью. Если вы планировали какие-то обследования, осмотры, плановые, неплановые, вот как вы там себе думали, обязательно идите, потому что у вас идет какой-то вот прям как счастливый случай, что ли, да? Вы пойдете, например, по одному вопросу, а вскроется что-то другое, да, вы сможете как наперед, да, наперед до острой фазы, да, определить, что у вас что-то не так. То есть, например, да, вы идете там на осмотр к терапевту, терапевт у вас обнаруживает там аллергию, либо обнаруживает у вас какую-нибудь там, неприятную ситуацию, да, и назначает вам заранее лечение, и все у вас замечательно проходит. То есть здесь идет какой-то момент счастливого случая, то есть от осмотра, да, либо от манипуляции, что вы там будете проходить, вам что-то найдут, и вот вам прям полегче будет. Так, мои хорошие, пожалуй, все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.